расскажите о послушании слепом и разумном. Послушание имеет два смысла. Есть послушание – это дисциплина, которая требуется во всех человеческих учреждениях, во всех. На работе, в армии, в тюрьме, в школе, где угодно. И есть послушание, второе значение – это термин аскетический. Аскетический – это определенные отношения между старцем и учеником. Как устанавливаются эти отношения? Таким образом, если кто-то ищет духовной жизни, правильной, так же, как кто-то ищет, как научиться играть на скрипке. Он ищет кого? Мастера, кто может его научить. Ну, в чем угодно. Всегда мы ищем человека, кто мог бы нас научить, если мы хотим чему-то научиться. Так и здесь. Человек ищет того, кто мог бы научить его пути духовной жизни. Скажу вам прямо, что путь послушания предполагает безусловное подчинение старцу, постоянное нахождение со старцем, постоянное, то есть в течение дня, может быть, многократно даже, откровение того, все, что в моей душе есть, откровение помысла. Поэтому послушание возможно было только среди монашествующих, там, в монастырях или в скитах. Это требует совместного жительства по монашескому чину. Только, поскольку, повторяю вас, это должна быть постоянная совместная жизнь, постоянное исповедание всего своего состояния. Каким образом такие отношения вступали в силу? Если кто ищет духовной жизни, так, и вот он узнает, что где-то есть такой духовный человек или святой человек. Что требуется? Что говорят святые отцы? Иоанн Лествичник пишет, это великий учитель монашества. Он пишет: прежде нежели отдаться кому-либо в послушание, узнай этого, искуси этого, испытай этого старца, чтобы не оказалось, что ты вместо кормчего попадешь на простого гребца, и вместо пристани не попадешь на камни, и разобьется корабль твой. Предупреждает, что, оказывается, нельзя вдаваться кому-либо в отношении послушания, тщательно не узнав, не познакомившись с этим человеком. Это знакомство подчас предполагает немалый срок времени. В монастырях это проще. Вот. До этого времени, так, человек пользуется советами этого старца. Слышите? Советами. Эти советы, которые дает старец, уже открывают ученику, кто есть этот старец. Слышите? В течение долгого времени, пользуясь его советами, он убеждается. Тем более, что читает в то же время святых отцов, может разговаривать с другими наставниками по каким-то вопросам, которые ему оказываются неясными. Таким образом, при ближайшем знакомстве, долговременном с этим духовником, он, наконец, я беру такой пример, убеждается: да, это поистине святой человек. Наконец я нашел себе руководителя. Тогда он идет к нему и просит его принять его в качестве послушника. Слышите, когда? Скажу вам прямо, что в 999 случаев из 1000 этот послушник получит отказ.
Редко-редко мы видим в истории церкви, когда действительно духоносные старцы принимали в послушничество себе, в послушание учеников. Пользовались советом очень многих. В послушание единицы, редчайшие случаи. Это поразительная вещь. Причина две, может быть, одна, может быть, две. Первая причина, что истинный духоносный человек, истинный святой человек, он глубоко смиренен. Он видит сам свое недостоинство, свою греховность, понимаете, свою неспособность и так далее. Мне ли тобой руководить, когда я хуже тебя? Это первое. Второе. Они видели души тех, кто приходил к ним. Видели, может ли этот человек действительно расти духовно, быть истинным послушником. И оказывается, таковых всегда было ничтожное число. Одного старца спросили, почему не стало сейчас старцев? Он ответил, потому что не стало послушников. Ведь мы думаем, послушник – это что такое? Вот, прикажи, что делать. Сажать кверху корешками – пожалуйста, еще что-нибудь. Это внешнее мы все исполним, пожалуйста. На четвереньках оползти храм – пожалуйста, сколько раз. Это ничего не стоит. И к этому мы сводим, к этому примитивному образу сводим послушание. Разве в этом оно состоит? Да, эти вещи присутствуют, но это только внешняя кожная сторона. Послушничество состоит совсем в другом, прежде всего, совсем в другом. Это во внутренней духовной работе над собой, во внимании себе, в непрерывном понуждении себя к молитве, к внутреннему смирению, а не внешнему только. Вот. То есть, я хочу сказать, что, оказывается, послушание – это вещь очень непростая. И поэтому, повторяю еще раз, послушание всегда было большой редкостью. Вот сейчас вышла книга «Без купюр. Дневник последнего духовника Оптиной пустыни и иеромонаха Никона Беляева». Вышла последняя книга. Вот там показан очень хороший образ. Он, Никон, был послушником оптинского старца Варсонофия. Когда, если эта книга попадется, вы посмотрите, какое было поведение старца в отношении послушника. Знаете, какое? На равных. Потрясающая простота отношений, я вам скажу. Мне чуть-чуть удалось это на одном примере видеть в реальной жизни. Что вы? Никакого сверху вниз. Никакого. Никакого диктата, никакого насилия, никакого принуждения человека, никакого порабощения человека нет. Вы слышите? Это удивительное дело. Вот в этой книге это прекрасно показано. Никакого порабощения. При строгости жизни не насилие и не к рабству, не к покорению человека ведет это отношение, а напротив, к внутренней свободе личности. Итак, видите, что такое послушание? Значит, постепенность, начинается с жизни по совету, тщательное узнавание человека, старца, и потом, если примет старец, что очень маловероятно, если примет, стать его послушником. Правда же замечательно? Замечательно. Но такие вещи всегда были большой редкостью, и они были только среди монашествующих. Сейчас, увы, сейчас мы видим глубокое искажение этих отношений. Это беда. Сейчас в послушниками становятся мирские люди, женщины, мужчины, молодые и старые. И набирает батюшка, и ходит, и вокруг него круг послушников идет. Все они в беспрекословном послушании, вы слышите? Все в беспрекословном послушании. Не один, как у какого-то Варсонофия там Оптинского, один Никон. Смех один. Ничего себе старец.
десятки, сотни, тысячи в беспрекословном послушании. Простите, а это не секта? Нет, 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 что вы, как секта? В православии не может быть секты. Что вы? Это секта только там. У нас сект не может быть. Причем какие отношения? Приказ. Почему так? Такова воля Божия. Завтра ты женишься. Да-да-да, я вам привожу факт реальный. Вы слышите? Реальный факт. Завтра ты женишься. На ком, батюшка? А вот это 15-летняя. Как же, батюшка? Такова воля Божия. Трагедия. Ей, говорится, на следующий день в 6 утра ты сегодня выходишь замуж за него. Благословите, батюшка. Женится. Через год он же похищает эту жену, этот старец. И сейчас идет, не знаю, где она и что. Целое дело идет. Что вы? И таких что вы? Как огня надо бояться духовников, которые направо-налево решают сразу судьбы людей. Судьбы. Переезжай, продавай, женись, разводись, покупай, поступай, уходи из института. Решается во мгновение ока. Какой кошмар! Какой кошмар! Это что на себя только может брать человек? Это или жестокая прелесть, или психическая уже пораженность человека, больной человек. Учтите, то, что я вам говорю, я вам сейчас не теоретизирую, я вам говорю о фактах, вы знаете, о реальной жизни говорю. Это беда буквально нашего времени. В результате создаются своего рода секты внутри православной церкви. Великая, я знаю, благодарность святителю Игнатию Брянчанинову, благодарность святителю Феофану Затворнику, которые писали о послушании как о великом делании, но которое, увы, стало уже достоянием истории. В наше время пишут они, слышите, они из глубочайшего опыта пишут, в наше время остается одно – отношение советования. Великое благо, пишут они, если вы найдете человека более духовного, более разумного, более знающего учение церкви святых отцов, с которым вы можете посоветоваться. Вы слышите? Посоветоваться. И они при этом подчеркивают очень интересную и важную вещь, что отношения совета совсем другие, нежели отношения послушания. В послушании все беспрекословно, но это достояние редчайших людей. В совете нет. Если человек, что здесь что-то не в порядке, это противоречит, допустим, учению отцу, или вызывает сомнения, человек всегда может поговорить на равных с своим духовником. Вы слышите? И он не получит ответа, такова воля Божья, и не сметь спрашивать. А он должен будет получить объяснение. Вы слышите? Объяснение. И не какое-нибудь объяснение, а такое, как давал Нил Сорский, например. Оптинские старцы как давали объяснение? Знаете, какое? От святых отцов. Вот, посмотри, вот такой святой отец пишет по этому вопросу вот так. Вот видите, вот так, вот так. Видишь, почему? Я тебе не приказываю, я тебе просто объясняю. Ты смотри. Ты смотри. Лжедуховник всегда заражен гордостью, поэтому у него все приказы, категорические утверждения, беспрекословное послушание. Забыли о святом аскетическом принципе послушания, которое имело место только между старцем и, может быть, одним-двумя учениками, и то, у кого удесито по истине святых людей. Сейчас отношения могут быть только совета. Вот это нужно, особенно сейчас, нужно это иметь в виду, потому что напала сейчас буквально нашу церковь вот эта тяжелая болезнь, лжестарчество. Смотришь, молодой человек, 30 лет, он уже старец. Почему? Сан принял. Сан принял, уже старец.
А уже если еще монах, тут вообще уже все. Беда какая! Ай-яй-яй! Когда Серафим Саровский вышел к людям? Сколько он подвязался? Когда Нил Сорский? Да посмотрите у тех святых. А сейчас что творится? Так что нужно крайне бояться этого. Потому что такой человек, будучи зараженным духом гордости, так, он и человека, и всех тех, кто его слушается, поведет по тому же пути прелести, то есть по пути погибели. Это нужно ой как твердо знать сейчас, и этого опасаться всячески.